И, мои дорогие, сегодня я с утра поехала на рынок. Ну, как с утра, где-то полдевятого, наверное, было. Но совсем не рассчитала, что в такие холодные дни на рынок ехать не стоит. У нас сегодня так холодно, так морозно, наверное, ой, простите, всю зиму не было. Поехала покупать, мне нужна была капуста, ну и кое-что купить. У меня заказ голубцов, 50 штук голубцов нужно, ну, 2 кочана капусты все равно нужно было. Я хотела еще капусту для заквасить капусту, квашеную капусту себе сделать. Лично себе и всем, конечно. Поэтому заехала на рынок, и Мадина мне говорит: мам, ну, что-то мне не позвонила, я говорю, я еду на рынок. Она говорит: возьми мне тоже детям и овощей, и фруктов, там 3 на 4, говорит, набери для меня тоже. А я захожу на рынок, вы представляете, там всего, там, наверное, всего в общей сложности продавцов 10, не больше, выбора нет, все замерзшее. Я не стала ничего на рынке покупать, кроме капусты, обычной белокочанной капусты. Ну, сейчас покажу вам. Вот это я купила, ехала обратно домой уже, заехала в Магнит. В Магните купила вот эту молочку. Ну, сначала скажу по овощам. У нас вот открыли новый магазин, даже овощной склад, можно сказать. Я уже рекламу этого склада, ну, объявление на их двери видела, но не рекламу. Раньше у нас там был овощной склад, Вестер назывался. Всегда у них был хороший выбор и дешевле, чем на рынках. Я видела, что на этом месте они уже закрылись давно, полгода, наверное, тому назад. И кто-то новый открыл тоже овощной склад. Я всегда проезжала его, думаю, как-то, не знаю, ну, в таком неудобном месте все-таки. Ну, все-таки я говорю, давай заедем. В магазинах и в складах будет лучше, по крайней мере, не будет замерзшие, если не дешевле. В итоге получилось, что в этом складе практически та же цена в розницу, оптом там рублей на 5-10 дешевле у них всего. Выбор есть, но вот в рознице уже как-то вот мне не очень-то все понравилось, если честно, поэтому и накупила я так скудненько. Это мои покупки, Мадинины покупки у меня вообще стоят в кладовке, я их даже заносить сюда не стала. Просто Мадина хотела сегодня мне моих детей, моих детей, да, моих внуков оставить, а сама пойти к стоматологу. Но она это переиграла, короче, за детьми смотрит кто-то другой, и она сегодня не приедет. Надо будет вечером, когда сын приедет сюда домой, отправить ее продукты. Я ей тоже набрала и овощей, и фруктов там в этом овощном складе. Но я тоже не стала набирать очень много. Она мне вообще сказала, чтобы там ей хватило на недельки-две. Я говорю, нет, потому что цена все-таки на овощи, на все, мне кажется, чуть-чуть будет разниться всегда. Впрок брать сейчас не стоит ничего. Что на рынке бананы стоили 130 рублей, что они даже в этом складе нормальных банан не было. Такие зеленые, страшные бананы были. Что вот в нашем обычном сельском магазине я купила бананы, если честно, 130 рублей. И на рынке 130 рублей они стоили. Набрала вон бананов, как видите, 130 рублей. Купила себе батон и хлеб такой вот. Если на рынке зеленый лучок был такой полпучка за 50 рублей, половинка такая вот только была. Это в этом складе взяла 55 рублей за такой пучок. Отсюда мы уже вытаскивали, поели. Так, значит, купила зеленого лука. Но это вся зеленушка, вот это все в принципе в основном для меня, конечно. Зелень мне бывает нужна и дома, но в основном для заказов, поэтому взяла. Ну, чуть-чуть, видите, все-таки морозец ее подхватывает, хоть они ее и прятали под одеялом. 3 пучка на 100 рублей. Лук, как я сказала, чуть-чуть был дороговат. Так, в этом складе я купила салат вот такой вот айсберг. Но стоил килограмм 145 рублей. Так, один у меня на 80 рублей вышел, другой где-то на 70 с чем-то. Ну, это тоже для меня в основном. Овощи сейчас, свежие овощи сейчас больше всего ем я. Потому что на всю семью, конечно, у нас не получается столько есть пока овощей свежих. Они у меня, мальчики, могут и засолки, и маринады, все такое кушать. Так, купила, ну вот белая редька у них была не очень-то, видите, такая, но я одну взяла для себя. Обычно я ее натираю и чуть-чуть сметанки или чуть-чуть оливкового масла. Это черная редька. По ценам я уже не помню, а у них нет
чекового аппарата. По-моему, 80 рублей была. На рынке тоже не стала брать, потому что все там подмерзшее было. Я не знаю, как сегодня можно было там что-то покупать. Ну, редьку я им разрешу, конечно, поесть. Так, болгарский перец я купила. Такой вот длинный сладкий перец. Там был и большой такой, но я его не стала брать, потому что там огромная вот эта вот штучка была. И там, наверное, семян было огромное количество. Думаю, лучше я возьму этот, мне его все равно есть, нарезать, поэтому купила вот такой вот за 235 рублей килограмм, на этот не знаю сколько. Огурцы очень дорогие, помидоры очень дорогие. Ну, постоянно есть капусту я тоже не могу, иногда, чтобы разнообразить, хотя я уже и салатики, как видите, и все это ем. Поэтому купила огурцы, стоили 280 рублей килограмм. Ну, не знаю, сколько тут. 4 огурца, 4 помидора купила. Помидор уже вдвоем меня осилили с мамой. Остался немножко. Так, купила баклажан. Один тоже взяла. Немножко тушить. Ну, всего понемногу, как я сказала. Пекинскую капусту взяла. Ну, вот эту вот пекинскую капусту я действительно из нее салатик делаю всей нашей семье. Недорого, бюджетно, можно сказать, потому что 60 рублей стоит килограмм. И у меня и мальчики все любят, и мама может ее жевать, потому что она мягкая. Так что это для всех. Что еще? Так, купила, это уже в нашем магазине, забыла в Магните купить сметанку. Просто там было, только открывался магазин, они мыли полы. Я взяла молочку, такую дешевую молочку взяла, а пойти в сторону, где сметана, забыла. Уже в нашем магазине сельском взяла 205 рублей. Хотя уже пожалела, что взяла, потому что на рынке обычная домашняя сметанка, 700-граммовая банка, 250 рублей. Надо было домашнюю взять, и ее даже можно было бы каким-нибудь или кефирчиком, или вот даже вот таким вот йогуртом разбавить, было бы выгоднее, потому что оно слишком жирное, но домашнюю. В следующий раз возьму домашнюю, ну а пока так. Вот это взяла для себя, хотя мне там пишут, что на правильном питании, а ешьте молочку с антибиотиками, но пока мне делать нечего, у меня корова не доится, во-первых. Во-вторых, как-то и покупать домашнее, если честно, я не знаю, кто, где, откуда, что, поэтому иногда, если я точно не знаю, чья, и не покупаю молочку, пока у знакомых нет в продаже молочки. Купила вот такие вот сливки, к сожалению, тоже не помню, сколько они стоят. Вот это вот молоко вот в таких вот пакетиках было дешевое. По-моему, если я не ошибаюсь, в пределах 60 рублей. Просто у меня и кошелек, и чек там в доме сейчас и не принесешь. 3,2, 5, 2,5 молоко я купила, но чуть-чуть дешевле, и 3,2, но недорогое. Купила вот такой вот 1% кефир, тоже 54 рубля. Ну, очень экономно, потому что мне нужно для того, чтобы тесто замешивать. У нас в магазинах 95 рублей, если брать. Купила 3 пакета, просто именно для теста. Так, купила себе тоже такую фасоль. Я сама замораживала, но она у меня уже закончилась. Потому что на правильном питании девочки сейчас под последние комментарии я читаю, приходят ко мне недавние комментарии, но под разные ролики приходят, спрашивают. В принципе, все правильное питание, какое бы оно ни было, интервальное, не интервальное. У меня, например, было низкоуглеводное, получается, низкокалорийное, не углеводное, а низкокалорийное. Есть кето-питание, их уйма, но у всех у них, в принципе, акцент идет на зелень, да, на овощи больше. Фрукты не очень-то рекомендуют на любом питании, понимаете? Вот это вот для меня страшнее всего. Я обожаю фрукты, любые причем. Нет такого фрукта, чтобы я не любила. Я могу без сладкого там, без выпечки, без ничего, вот, а вот фрукты всегда хочется. И я, когда сидела на марафоне, у нас не каждый день были фрукты, а вот когда в меню были фрукты, я так радовалась, как ребенок, из себя на мысли вылобила, боже мой. Уже человек в возрасте, но так радуется фруктам, что только что человеку нужно, чтобы было тогда. Поэтому вот так вот. Что дальше? И я такая, знаете, сейчас как бы поэтому и не стала себя снимать. Приехала, утром было очень холодно,
приехала, ну, походила, поездила по магазинам, приехала, стало резко тепло. Может быть, от этого. Ой, или от чего? Я не поняла, что со мной случилось. Но мне стало как-то плохо. Я выпила стакан цикория, как приехала. Ложечку сливок налила и выпила стакан цикория. И что-то меня начало, ну непонятно, вот, мутит и мутит. Думаю, ну неужели это сливки мне сделали? А потом что-то сижу, меня знобить начало. Не было в телефоне зарядки, я жду, чтобы сделать распаковочку. Думаю, ладно, я раз купила, покажу. Некоторым нравятся распаковки. Я сама люблю смотреть, вот кто что купил, если честно. И что-то меня знобить начало. Я сыну говорю, слушай, померяй мне давление, что тут со мной. Оказывается, у меня 170 давление подскочило. Я не поняла. Вот я поэтому сейчас такая вот непонятная немножко. Вот, пошла, полежала, выпила таблетку, конечно. Я, если честно, забыла утром выпить свою ежедневную таблетку. Хотя от того, что я утром ее не выпила, оно не должно было подскочить, потому что накопительный эффект по-любому есть, я их каждый день пью. Скорее всего, вот этот вот резкий перепад от холода в тепло, потому что было утром очень холодно, буквально через 2-3 часа там прям такое солнышко и потеплело, а сейчас опять холодно, потому что я снимаю, уже мы и пообедали, я и полежать успела, и пообедали, ну, думаю, все равно не распакованное, все стояло, потому что мне было плохо, сын мне говорит, нет, иди ложись быстро, и лежи, пожалуйста, пока не придешь в себя. Он никогда не разрешает, никогда мне давление ходить. Вот так вот, друзья, поговорила с вами. Значит, купила вот несколько яблок, мандаринок, апельсин. Мандарины стоили 120, апельсины стоили, ой, не могу вспомнить, сколько. Яблоки были за 60. Так, это я тоже не помню, сколько стоит. Этот Теос купила себе. Мне очень нравится этот греческий йогурт. Он в Магните, друзья, и недорогой. 33 рубля или 34 рубля, по-моему. Вместо кефира, вместо сметанки даже. На этом Теосе делают даже выпечки, ПП-выпечки. Поэтому вот так вот. И сегодня я первый раз, я не видела никогда, честно вам признаюсь, масло 84% жирности, но, правда, дороговатое. А масло, чем жирнее, говорят, оно лучше. Так, по-моему, видно. Да, вот. Ой, вот такое масло. Оно белорусское. Вот эта вот пачечка стоит 180 рублей. Но это тоже белорусское, но тут 82,5%, 120 рублей пачечка стоила. Так, ну вот. Просто пачку я взяла посмотреть, что да как. Поэтому не стала много брать. Так, купила сыр. Вот такой вот. Он или российский, или голландский, как называется, не знаю. Кусочек такой взяла. Производство Чабан тоже. У них хорошие бывают молочка. Вот такой вот сырок. Вкусный очень. Ну, тоже немного взяла. У меня есть еще дома сыр, поэтому взяла немножко. И такой в сиреневой упаковочке был такой сыр, очень белорусский тоже. Он мне сказал, я сейчас... И он нормально не назвал. И я не знаю сейчас, как сказать, но мне он очень понравился. Вот видите, пока ехала, немножко откусила. Ну, прям такой сыр вкусный. Надо будет в следующий раз поехать, посмотреть, точно узнать, как он называется, и порекомендовать вам. Очень вкусный сыр. Но я вот эти вот рассольные, соленые сыры не беру, потому что мне их нельзя. В основном я всегда делаю акцент, чтобы можно было и нам, и мне, и всем в общем-то, да. Конечно, для нашей семьи не очень много, но, вы знаете, вот самое главное, вот правильное питание всегда кажется, что это дорого, что это... Но дело в том, что в правильном питании, например, раньше бы я, может быть, бы этого полкусочка сыра съела бы за раз, да? А теперь я ем только 30-40 грамм за один раз утром, и все. И вот так вот я им тоже бутербродики утром делаю своим, то нам поэтому хватает на несколько дней, а потом уже и дальше купим. Вот на это, вот даже в этом заключается правильное питание, в том, что мы урезаем количество пищи, которую мы едим. Потому что мы ничего не меряем, мы ничего не... Ну, не обязательно взвешивать, но, по крайней мере, я же говорю, я могла и почти весь этот сыр сама съесть, и масло много поесть, намазать на хлеб, и сметанки, наверное, пол этого стакана могла бы за раз с хлебом съесть, со свежим, тем более, если вот лежит батон, с этим батоном бы съела.
Действительно, я очень много ела. Вот люди иногда, вот полные люди, я слышу, говорят, что, ой, нет, я не ем, но почему-то поправляюсь. Я вот столько, я так много не ем, но я поправляюсь. Не знаю, а я ела. Я не буду за других говорить. Если я ем, то я ем. Я ела. Вот несколько дней подряд немножко начала срываться то, что нельзя поела. У меня сегодня в весе был плюс. Поэтому сегодня опять буду себя сдерживать. Просто нужно, вот когда уже идет удержание, неделю один раз позволять себе поесть вот что ты хочешь. А так, чтобы каждый день что-то есть, нет. А я уже 3 дня подряд нет-нет, да нарушала, нет-нет, да нарушала. Поэтому все, девочки, вот так вот. Мне писала одна подписчица, что удерживать тоже очень сложно. Да, я это поняла. Я знаю, что это удерживать очень сложно. И что всегда себя нужно держать в тонусе. Вот поэтому, если очень много вопросов и в личку, и в марафон некоторые, в котором я была, ушли, если вы уже не будете постоянно соблюдать вот это вот хотя бы количество приема пищи, то не стоит даже начинать, потому что скинутый вес приходит, возвращается с походом, можно сказать. Поэтому лучше даже не начинайте, если вы не будете соблюдать до конца. Поэтому пока я смогу, у меня будет сила воли, конечно, я буду стараться удерживать себя. Потому что я знаю, для меня это будет плохо. Не удержаться для меня будет плохо очень. Поэтому вот как-то так, друзья. Ну все, вот такая вот у меня покупочка. Сейчас еще капусту покажу. Вот купила 7 кочанов капусты и 4 килограмма, по-моему, моркови. Морковь по 40 рублей была, капуста по 18 рублей. Вот несколько кочанов засолю. Остальное и для заказа, и в принципе можно так. У меня вот было 4 по 5, по-моему, кочанов. Мне так помогло то, что оно у меня было. Никуда ехать не надо. Заказали, сразу сделала. Поэтому вот так вот. Так, ну у меня сегодня, можно сказать, день покупок, день подарков, что ли. Танзила прислала только что позавчера еще обещалась прислать мне тост. Вот и как теперь на правильном питании сидеть, да? Она печет очень хорошие, очень вкусные домашние пироги, торты ореховые. Вот такой вот тортик мне прислала. Я позавчера пошутила. Я тоже хочу, сказала. Я очень люблю, конечно. Вот выпечку не очень обожаю, да, но вот ореховый торт домашний, это что-то, друзья. Я его обожаю. Так, ну кусок съем. Сейчас только 3 часа дня. Пускай будет. Пускай плюсанет, но кусочек надо будет съесть. Так, и я примерно знаю, что здесь. Вот это вот я не знала, но вот это я знаю. Так, это курочка. Окорочка она. Окорочка замаринованные прислала. Говорит, пожарите себе. Когда-то говорила она про это. А это рыба. Это она купила нам, что-то я не знаю, хоть первый раз, говорит, покупаю. Себе купила вот такую вот упаковку и мне. Это фарш трески. Друзья, не знаю, что это такое. Посмотрим, что за фарш и как из него будут получаться котлетки. Не знаю, что ей приспичило, но вот она купила нам. У нее же это самое подруга работает, вот где рыба, все такое, короче говоря, и на ферме, где свежая рыба у них, и такая у них, короче, по-моему, рыба. Вот она ей прислала. Ну, не бесплатно, конечно, она купила ее. Ну, а мне, конечно, попалась она бесплатно. Так, все. Это одну плиту оставлю, разморожу, посмотрим, что из себя это будет представлять. Даже плиты будет много, надо будет вот так хотя бы. Так, вот так вот, друзья. Давайте-ка я тортик разрежу. Каспер, ты что, рыбку почуял? Да? Что тебе? Что ты там почуял? Ты же меня только что рыбку ел. Так. Мягкий. Ну,
конечно, я небольшой кусок съем. Он жирный такой. Хоть крема-то здесь немного, но за счет того, что орехи. Сейчас лопаточку принесу. Так. Тортницу надо из дома принести. Вот. Вкуснотища. Он еще с холода. Мягкий. Вкусный.